Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение. На третьем этаже, 11-15, 11. Оздоровительный центр Максаковка, ответственный за пожарную безопасность Гродненская. У нас обнаружен очаг возгорания на третьем этаже. Все люди эвакуированы в количестве 74 человек, в том числе отдыхающие. Их у нас 44 человека. Предположительно, на третьем этаже человека не успели эвакуировать, он остался на третьем этаже. Отключение электроэнергии произведено штатным электриком. Вызов номер 2. Электричество отключено. Местными для... Задача мониторить обстановку по периметру здания на наличие людей, просит о помощи в пятом этаже здания. Справа 1-17. Поставила задачу мониторить обстановку по периметру здания. Также звено ДСНС направляется на второй этаж на наличие людей. Условия пожара. Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение. Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение. Анатолий Александрович, расскажите, пожалуйста, по легенде, что сегодня здесь происходило? Значит, сегодня отрабатывали мы мероприятия по эвакуации и тушению пожара в оздоровительном центре Максаковка, где на сегодняшний день находилось 74 человека, соответственно, отдыхающий и обслуживающий персонал. По легенде, пожар произошел в кабинете, физиокабинете от короткого замыкания. Ну, соответственно, был установлен, лимитировал пожар театральный дым, то есть для большей реальности, чтобы люди понимали, все-таки видели, что происходит, где задымление, куда можно идти, куда нельзя идти. Значит, подразделение привлекается, противопожарная служба привлекается сюда по повышенному рангу пожара номер 2. То есть это автоматически выезжает 8 автоцистерн и плюс дополнительно специальная техника высотная. То есть вот одна из единиц техники здесь мы видим, это АЦЛ, и вторая это автолестница. То есть они привлекались, мы сюда привлекали только из ближайшего подразделения, это Краснозатонский, на расстоянии 4 километра, это 2 автоцистерны и порядка 12 человек личного состава. Значит, по легенде, соответственно, было бы порядка 10 отделений и больше 30 человек личного состава. Но на учениях плюс ко всему были задействованы оперативной частью состав отряда 11-го, который охраняет частично город Сыктывкар и Сыктывдинский район, а также оперативная часть состав всей республики, которая прибыл для проведения занятий учебно-методических. Значит, вот для этого мы здесь и собрались и проводим эти занятия. Но хочу сказать, что вот таких объектов в нашей республике находится порядка 100. То есть это объекты с круглосуточным пребыванием людей. То есть это является, скажем так, проблемой номер 1, особенно в ночное время, когда люди отдыхают и когда происходят пожары. Значит, тем более, что отдыхающие, как мы с вами уже видели, люди, скажем так, преклонного возраста, испытывают трудности передвижения и так далее. Но для этих целей мы отрабатываем совместные действия с администрацией, также привлекаются и значит, медслужба, привлекается ГАИ и так далее. То есть все всевозможные службы специальные, которые необходимы были бы здесь при наличии пожара реального.
Скажите, пожалуйста, в какое время они должны были уложиться и справились ли они с задачей? Ну, начнем с того, что само время эвакуации из здания по нормам, оно не должно превышать 5-6 минут. Потому что задымление потом уже не даст возможность людям эвакуироваться. Значит, ближайшее подразделение находится на расстоянии порядка 4 километров. Как мы с вами видели по времени, они прибыли здесь где-то порядка 5 минут. То есть в норму они вложились, то есть в те расчетные данные, которые были эмпирическим путем и проведены, и везде присутствуют в документах предварительного планирования действий подразделений. Значит, это учение здесь у нас не первое, мы проводим практически их ежегодно. Так же, как и участвуем в занятиях по эвакуации. И, соответственно, занимаемся только с обслуживающим персоналом и отдыхающим. Также и отрабатываем действия противопожарных подразделений. Поэтому оценку можно поставить удовлетворительно, спокойно.